Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в поселке Нюфчем. Мы продолжаем делать отделку дома из бруса. Пойдемте смотреть. Вот сказка. Сказка. Посмотрите, как выглядит первая комната, первого этажа. Посмотрите, пылесос на батарее. По первому этажу мы сделали усиление половых лак. Далее утеплили пол 20 сантиметрами базальтового утеплителя. Далее пошла пленка пароизоляционная, потом фанерные лаги. Там в разрезе будет видно, пылесосим. И фанера. Фанеру на текущий момент просто пока накидали, как видите, в таком шахматном порядке. Чтобы вот эти линии не сходились в одних точках. То есть так распределение нагрузок идет лучше. Прекрасно. Прекрасно. По потолку мы укрыли специальной пароизоляционной пленкой, чтобы пары бытовые не проникали в утеплитель. Шикарно. Далее все забили вот такой обрешеткой из доски дюймовки, чтобы утеплитель вместе с пленкой потом вниз на этаж не упал. Все, зафиксировали. Все жестко, крепко. Прекрасно. Про пленку еще хочу сказать. Стыки между листами пленок мы проклеивали специальными лентами для герметизации. Все должно быть герметично. Плюс стыки примыкания пленки к стене тоже проклеивали уже черными специальными пленками, которые предназначены для склейки. Ну, с древесиной вот такой шероховатой. Видите, она шероховата. Представляете, шероховатую пленку к шероховатому брусу приклеить. Не каждая справится. Ну, попробуйте скотчем. Так, еще первый этаж. Сделали окосячку оконных и дверных проемов. Красота, да? Вот, например, окно. Классика жанра. Нормально. Все, брус уложен. Есть промежуточный брус как связка. Все прекрасно сделано. Но, чтобы установить окно, необходим обсадной короб. Чтобы окно не сдавило и стеклопакет не треснул. Вот. Ну и в дверях тоже надо так делать. Вот дверь. По второй комнате та же история. Потолок. Ну и пол уже подготовлены. Еще не прокручивали, просто накидали и зафиксировали. Прекрасно. Так, здесь еще будет делаться пропил, видите, да? А здесь он уже готов. Прекрасно. Прекрасно. Идем дальше. Я к чему это показал? Видите, выступы лак есть, к чему крепиться. Там еще пока в лак не увидите. Это жесткого крепления. По полу первого этажа все тоже крепится. Видите, черная пленка торчит. И здесь еще. Тоже все лентами специальными. Лента торчит. Пленка сказал. Черные ленты. Все герметично. Там поправим. Пошла. Так. Уже комната следующая. Тоже все готово. Тоже все герметично. Посмотрите, все стыки герметичны. Пленка как уложена. Все герметично, все прекрасно. Пол тоже сделан. Все хорошо. Все усиляем. Пол был усилен, повторяюсь, утеплен 20 сантиметрами. И уже уложена фанера. Прекрасно. Потолок тоже сделан прекрасно. Это я показал, это видно. Видно. Прекрасно. Что еще? Сделали проем под лестничную площадку. Подрезали те лаги. Вот они. Потолочные, которые не нужны были здесь. Ой, вопрос к проектированию. Господа, перед строительством дома, я знаю, что сейчас меня смотрят потенциальные заказчики, которые собираются строиться и строятся не только в нашей компании. Блин, господа, обращайтесь. Я понимаю, что есть не в каждой компании. К инженерам-проектировщикам. Есть же в компании инженер, вот с ним вы предметно работаете. Не с менеджером, не с виртуальным каким-то там инженером-проектировщиком, и не с директором, у которого нет профильного строительного образования. Надо общаться предметно с инженером-проектировщиком. Потому что, честно говоря, менеджер, он некомпетентен. Да и директор чаще всего, если у него нет образования.
он некомпетентен в конструктиве при строительстве дома. И тут, например, у данной компании дом строили не мы, мы сейчас усиляем и приводим дом в прекрасное состояние. Были такие деликатные вопросы по полу, мы их решили, сейчас пол надежный. По перекрытию, зачем надо было сделать сюда половые балки, вот таким образом. Мы, например, в компании делаем по-другому. Мы заранее уже знаем, какой будет проем, уже под него делаем специальные лаги с креплением на по образке, чтобы можно было сыграть. Здесь приходится жесткую пилить. Там по крыше тоже были очень большие вопросы. Все поправляем. Нарушения в конструктиве предыдущих строителей. И делаем уже отделку черновую. Тоже сейчас покажу. Есть вещи, которые по частному, не поправить. Так, видно промежуточную работу по лагам. Снизу обрешетка, ленты герметичные. Внутри идет утеплитель. В межэтажке 15 сантиметров служит для шумоизоляции. Далее фанерные, пленки, само собой, снизу и сверху. Далее фанерные лаги и фанера. Фанера пока здесь накидана. Всем здравствуйте. Пару слов. Денис, как идет работа по второму этажу? У нас здесь были проблемы. У нас здесь была пленка слегка неподходящая. У нас вот стоек куча. У нас здесь были крепежи, которые мешали работать. Помнишь, да, вот такие углообразные. У нас здесь было окно, где просто вот эта стойка была подрезана. Давай расскажем, как шла работа. Что мы сделали в первую очередь? Для того, чтобы подняться на второй этаж, мы закинули сначала фанерные лаги. Вот здесь можно увидеть, грязно маленько. Ага. Этот процесс работы все уберется. Вот лаги фанерные накидали. И фанеру вот просто так уложили, для того, чтобы нам здесь ходить, это в первую очередь. Да. Потом мы отделили, часть крыши доской 150 на 50, для того, чтобы создать нам вот эту стеночку. Сделать вот эту небольшую стеночку. Да. Ее же не было. Да, ее не было. То есть у нас крыша уходила прям вот. Соответственно, мы ее сделали. Боковые стены сделали. Да. Вот эти боковые стены мы собрали полностью. Вот эти стойки, ни одной стойки здесь не было. Да. Единственное, вот была только вот эта вот центральная средняя стойка. Да. Между стойками утеплили, да, как видишь. утеплитель вот 150 миллиметров между стойками. Потом будет еще перекрестный брусок. И еще 50 миллиметров. Да. То есть мы перекрываем, получается, эти стойки, они же тоже промерзают, правильно? Да. То есть мы убираем мостик холода, соответственно. Очень герметично да. будет. То есть это будет очень тепло. Еще мы сделали стропила. Мы нарастили. Вот тут видно будет. Видите, одна стропильная нога, и к ней еще стропильная нога дополнительно сделана. То есть зачем нам 30 сантиметров, да, там 30 сантиметров доски? Потому что пленка по плотности не подходила. Угу. Пленка была применена не та, которая положена для этого. Угу. И нам пришлось, по стропилам прямо сделать пленку нашу, натянуть. Ага. И уже потом стропила свои прикрутить к тем стропилам. Для того, чтобы здесь на них сделать утепление. Мы перенесли ригель. Это вот эти доски. Они были на уровне головы у Дениса. Зачем-то сделано. На прошлом видео, наверное. Да, что ходить было невозможно. Мы сделали нормальный потолок в доме. Теперь ходить вот полноценная высота, полноценная комната появилась. Угу. Да. Единственное, что теперь у нас мешает, это вот эти стойки. Наши стойки. Да, тут есть опорные, вот они, на соединениях стоят. Раз, и вот та вторая. И вот тут три есть промежуточные. Угу. Насколько они... Так, здесь я уже не покажу. Вот да. Здесь, скорее всего, соединение. Да. Мы не мы делали, мы не можем разобрать. Вот тут на шпильке, здесь на уголке и, наверное, что-то внутри он там делается. Вот она держит вот этот конек. Вот эта стойка, видите, там сверху по коньку нет пропила, она промежуточная. Возможно, ее можно убрать. Это надо с инженером обсудить. Вот эта стойка опять несущая. Вот эта стойка промежуточная. Можно ли ее убрать? Надо, конечно, обсудить сейчас с Сергеем. Стоек напихали очень много. Вы представляете, как эксплуатировать комнату? Она же узкая получается. Это опять вопрос к общению с инженерами. То есть перед тем, как строить дом, надо общаться с компетентной личностью. Не с менеджером строительной компании и не с директором строительной компании. Я сейчас не хочу
ну, как сказать, получается, я как-то ущемляю себя, да, я являюсь руководителем. Я хочу сказать, что директор, он неполноценно компетентен, да, и про себя в том числе, некомпетентен в вопросах строительства. Бухгалтер должен заниматься бухгалтерским учетом. Менеджер вопросами там бумаг, каких-то подсчетов. Вопрос конструктива, распределения нагрузок, строительства дома, этими вопросами должен заниматься человек, который посвятил этому жизнь, получил образование. И у нас, например, есть Сергей с высшим образованием, красным дипломом. Очень крутой специалист. Да, очень крутой специалист. Вот такие люди должны заниматься вопросами строительства и консультирования непосредственно заказчиков, как должен строиться и выглядеть дом. Вот здесь получается две маленькие комнаты, да, по высоте мы решили вопрос, по ширине тут большой вопрос. Вот вся комната на вытянутую руку. Поэтому мы хотим на самом деле очень сильно убрать пару, если возможно, стоек. Денис, какой еще нюанс, который мы не можем поправить сразу? Нюанс вот такой. Вот строители сделали, ну, кто строил дом, ребята вот оставили такое вот после себя наследие, брус, торчащий из пола. Да. То есть мы поднять настолько пол, это уже критично будет, чтобы и не видно было бруса. И, то есть его нам никак не обыграть практически. То есть я думаю, что это несущая конструкция. И она не совпадает со стеной. То есть стена у нас здесь, Ага. стена у нас здесь. А несущий элемент, он рядом. Получается и не убрать. Потому что таким образом сделано, да, решение, комнату, да, отделили стеной вот здесь, а нагрузка, то есть середина конька, она вот она. Вот мы посвящали ролик, прямой эфир, недавно грубым ошибкам при строительстве дома. Пожалуйста, пересмотрите его. Потому что чаще строители возводят стены второго этажа, не понимая, что стен на первом этаже-то и нету, или они не совпадают. И как в дальнейшем монтировать кровлю, чаще всего они говорят, разберемся по факту. Разобрались, построили. И сейчас следующим строителям, то есть нам, да и заказчику в первую очередь, необходимо как-то обходить тот геморрой, который был создан данными строителями. Ой, не буду рекламировать эти компании. Все равно, повторюсь, это не поможет. Давай дальше. У нас еще остался оконный проем. Поговорим. Да. У нас была специфическая ситуация по оконному проему. Что мы сделали? Расскажи, что было. В прошлом видео, Да. возможно, да, наверное, обратили внимание, что тут было просто, значит, что у нас было? Вот эти стойки, да, стояли. Угу. Они были у нас и, значит, что было? Вот эта стойка, Эта стойка просто она вперед, была просто несущая, да, Да. которая держала конек. Она, как видите, подпилена. И эта стойка, которая несла, несущая, держалась за ригель. А ригель держался уже за какие-то боковые стойки. В этом Сейчас мы сделали несущую конструкцию. Стойка упирается в эту доску, в эти доски срощенные, между собой утепленные. А эта уже конструкция упирается вот в боковые доски, которые перенаправляют нагрузку уже на нижний брус. То есть полноценная распределенная нагрузка идет уже. Сам Денис я объяснил. Господа, дела идут. Поправить можно практически все, если люди грамотные и мотивированные, заинтересованные. И грамотные в первую очередь. Дела идут хорошо. Сейчас у нас в планах, значит, доутеплить. Будем делать здесь, помимо этого утепления горизонтального, будем делать перекрестное утепление, чтобы было 20 сантиметров везде. Здесь кровля будет очень теплой, очень герметичной. Дальше пойдет также пленка. Вы это все увидите. И доска-дюймовка, как уже готовый каркас под отделку. Все прекрасно. Вопрос по стойкам, конечно, мы сейчас будем еще решать с нашим уже Сергеем инженером. И по лежню тоже я с ним обсужу, возможно ли, если можно ли. Ну а так все, работа идет. И работа идет прекрасно. И хочу отметить, что в нашей компании работает 6 бригад. 5 бригад строят коробки, возводят стены дома и делают кровлю. И одна бригада, вот хочу познакомить вас, Денис.
Денис, специализированная бригада наша, которая занимается только отделкой. Отделка. И рука здесь набивается, и она набита. Поэтому повышенный уровень качества вы получаете, когда обращаетесь уже к нам. Есть узкоспециализированные инструменты, которые помогают работать. Электроинструменты, да, все на батареях, все очень четко, быстро, оперативно и качественно. Поэтому, когда узкая специализация. У нас в целом в компании узкая специализация. Мы занимаемся только домами из бруса. Мы очень узкоспециализированная компания. Это уже повышает уровень качества. Плюс мы также вот занимаемся узкоспециализированно. Плюс у нас еще есть узкоспециализированная бригада, которая занимается чисто вот черновой отделкой. Получается реально очень клево. Ну и о компании. Давайте. Я тоже много чего смотрю, много что смотрю в интернете, ютубе, роликов всяких, да, интересных. И я бы сказал, что в Сыктывкаре, например, по Сыктывкару мало кто может, в принципе, дать такое качество. То есть выдать то, что выдает наша компания. Да? Причем стабильно давать такое качество. Да. Не разово, а вот стабильно давать высокое качество. Ну, это надо, это держать марку, это надо стараться. Это здорово. Я, честно сказать, очень рад и доволен, что я работаю в этой компании. Мне нравится. Пожмем вместе Денису руки. Вот прям вместе, вот так вот. Вот от вашего и от моего лица. Все, прекрасно. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, сделать черновую отделку, полы, потолки, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Будем рады, постройте вам дом вашей мечты. Также качественно, также ответственно. Будем стараться. Все, до встречи на консультации. Пока-пока.